Им солнца не хватает. То как у нас с графом-то дела? Кто-нибудь сказал, блин, я поеду с тобой? Не помню. Александр, про нудистский пляж рассказывать или не надо? Сердце там ёкало, да, наверное? Ну, Вот не надо, а вот он все равно это сделает. вы понимаете, о чем я говорю? То там можно достать все. Мысли, конечно, были всякие, пока он был в дороге, разные были мысли. Что иногда, ой, мама, не горюй. Норвегия одна из самых социально развитых стран мира. Уровень Норвегии, вот здесь США, скажем, вот здесь Германия, вот здесь Норвегия. То есть это, если с нами сравнивать, это примерно в сколько раз выше? Это, Ну, примерно. это Марс и мы. Настолько много? Да, она одна из самых развитых, самых, скажем так, социальных развитых стран мира, с самыми большими зарплатами, самыми лучшими соцпакетами. Удивительная страна, очень интересная страна, про нее удивительные вещи можно рассказывать, показывать. То есть страна, которая собирает пенсии, и пенсионный фонд она крутит, прокручивая, вкладывает в энергетику и выплачивает еще дивиденды своим жителям. То есть удивительнейшая страна, удивительные люди там живут. А люди? Люди, Я все про людей, мне интересно, люди. я скажу так, самые лучшие люди в Таджикистане. Самые гостеприимные, самые теплые, самые добродушные. Чем же Испания? больше развита цивилизация, тем меньше гостеприимства ты видишь. Да, это так. Там каждый живет для себя, в своей семье, никому не мешает, никому никуда не лезет. Поэтому ты едешь сам по себе, и все люди живут сами по себе. То есть они неплохие, просто каждый... Просто они другие, Да. они другие, они северные, а северные, они эмоции Холодные? сильные, они холодные, они эмоции не высказывают. Но солнца мало. Солнца Суровая мало, погода, скажем. Суровая погода, да, так что это чуть другие люди. Но я ехал туда не за людьми, я туда ехал за Норвегией, за фьордами, за красивейшими дорогами, за красивейшими видами, скажем так, и не пожалел. Очень сильно впечатление осталось Норвегия, особенно дороги, великолепные дороги, они узкие, все сделаны по фьордам. Представляете, страна 1000 фьордов, то есть ты едешь, у тебя, для меня это был шок, вот я иду по дороге, и дорога просто заканчивается в океане, ее нет. Вот так стоит светофор, шлагбаум, и все, дорога кончилась. А на карте дорога есть. Никакой. Я думаю, что за... И все вот так стоят, уровень, все да, стоят машины вот в пробочке, и все спокойно ждут. Я говорю, ну что-то ждут, наверное, сейчас что-то должно произойти. Что происходит? Паром подплывает, открывается бумс, все загружаются в паром. Это паром, это как мост, представляешь? И ты вот за день пересекаешь 8 или 10 паромов за один день. Игрушки. Это удивительно, то есть люди настолько привыкшие, для меня это было чудо какое-то, я на паром, и вот каждый светофор, как у нас светофор, это паром, то есть с фьорда на фьорда, как не переплывешь же, нет, только паром. Бывают мосты высоченные мосты через фьорды, ты проезжаешь, у тебя там, не знаю, высота метров 200, наверное, 150, ты смотришь, да ну нафиг, и проезжаешь от фьорда к фьорду. Люди живут на фьордах, то есть удивительные вещи, смотришь, норвежцы, такие вещи, богатейшие сооружения, эти мосты, не знаю, сколько они стоят, это с ума сойти. Высоту еще строить, представляю, сколько он стоит. Ну, вот такие моменты. Так что умудряются не только сделать высоко, еще умудряются сделать красиво. С вот такими маленькими вставочками. Ты везде можешь остановиться, везде встать, посмотреть, подышать, помедитировать, Ну, впитать так, кстати, энергетику. паром недешево. Удивительно. Нет, паром недорогой, скажем так, переплыть на пароме стоит от 4-5 евро. То есть для Норвегии это дешево, для меня это было дорого. Поэтому я не нарушал. Я видел 20, ехал 19, видел 50, ехал 45. И никто не нарушает. Все спокойно, тихо едут. Никто не сигналит, никто не торопится. Все вот Куда торопиться в такой стране? торопиться некуда. Она красивая, она интересная, бродят олени, фьорды, красота. Торопиться некуда. Еще одна достопримечательность Норвегии – это их дома. То есть дома удивительно покрыты. Вот если видели картинку, домик, а сверху крыша вся зелень. То есть наверху мох, наверху растет трава. Это я видел только в Норвегии, я больше нигде такого не видел. И каждый домик вот с такой крышей. Для чего это сделано? То есть деревьев мало, как-то защита надо. Да-да-да, Это нормальный логический момент. Еще в некоторых городках там я слышала то, что разноцветные крыши делают из-за недостатка вот именно цвета в окружении. Это в городах. Радости. Это в городах. Такое очень часто я видел в Дании, в Копенгагене, в Швеции. Вот там все домики разного цвета. А Норвегии... Крыши только. Ну, здесь домики были. Здесь крыши были все покрыты именно землей, а на земле растет трава. То есть видишь, эти домики, они красивые, с травой на крыше, так пушистые такие. Так Что, зелени совсем мало? Зелени много, деревьев мало. Это уже когда поднимаешься выше. Снизу леса, а вот когда выше, уже деревьев получается поменьше. Плюс еще момент. Норвежцы помешаны на сказочных существах. Если для России это тролли, если для России это Змей Горыныч, Баба Яга, там тролли, все в троллях. Куда не едешь тролли, куда не едешь тролли. Есть дорога троллей, есть, я не знаю, гора троллей, есть клад троллей, везде тролли. Ну,
Даже удивлялся вам? у меня вот Очень даже не тролли есть. Ну, мне он не Какое являлся. необычное место там было? Там были красивейшие места, сильнейшей энергетикой, но троллей живых я не видел. Нет, то есть минимум в Финляндии были у Санты. В Финляндии был у Санты. Был в А гостях в у троллей. Норвегии? В Норвегии, ну, Санта-Клаус там не живет. Нет, вот примерно такого же что-то Нет, интересное. нет, там такого нет, такого там нет. Ну, везде есть тролли, есть знаменитое место, называется Дорога троллей. Что это такое? Это тоже одно из мест, так скажем, must-have, куда нужно попасть. Ты поднимаешься очень высоко, огромный водопад, ты его видишь, он здоровенный, и вот сквозь водопад получается вот дорога, она с миллионами поворотов, то есть их не счесть. И ты проезжаешь, видишь водопад, видишь поворот, видишь высоту, везде стоят обзорные площадки, ты можешь выйти и посмотреть. Удивительно. Норвежцы вообще очень любят свою страну, они понимают, насколько она красива, и поэтому сделали все для туристов. Для туриста это просто отменная страна. Кемпинги, пожалуйста, отели, пожалуйста, кафешки, пожалуйста. Но я ехал очень скромно, поэтому для меня отели, кафешки, кемпинги, все это было в стороне. Я просто находил себе место у фьорда, оставлял свою машину. Я рижскую тушенку. Делал себе свою яичницу, одевал все теплое и ждал серого сияния. И оно обязательно появлялось, и вот радовало меня всю ночь своим сиянием. То есть, Хотел сказать, это ваше хьюги было. Хьюги? Что такое хьюги? Хьюги это же норвежские страны, они вот, есть такая культура хьюги, когда они создают уют. То есть они зажигают свечи, едят теплую еду. У вас была теплая еда и свечи из Возможно, создавать теплоту исходит от того, что там всегда холодно, там нет сильных красок, может, поэтому они создают искусственную красоту. Каждая деревенька, заезжаешь в деревеньку, она вся в огнях. Везде вот эти искусственные огоньки, то есть в виде оленей, в виде троллей, в виде Санта-Клауса. То есть смотришь, и глаза радуются, приятно. На душе тепло. А сложности были какие-нибудь? В Норвегии сложностей у меня не было, скажем так, ни в Финляндии, ни в Норвегии. Я спокойно ехал, никого не трогал, меня не трогали, даже видя мои номера, видя мои паспорта, абсолютно было никаких моментов, то есть я старался ехать спокойно. Я уже давно понял, что в чужой монастырь свои правила не неси. Приехал в эту страну, до этого почитай какие правила, и их соблюдаю. Да и меня предупредили, что с норвежцами лучше не шутить. Любое твое нарушение превысило скорость свыше 100 км в час, тюрьма. Вау. Да, даже не штраф, тюрьма. Поэтому, да, там очень строго, поэтому норвежцы все соблюдают правила, они все любят свое правительство, они живут в свое удовольствие, скажем, мало работают, много отдыхают. Кайф. То есть вообще никаких ситуаций не было интересно? В Норвегии что-нибудь такое страшное сам не попадало. Я просто, да, жил в свое удовольствие, скажем так, проезжал в свое удовольствие. Это было здорово. Что было интересно в Норвегии? Сейчас припоминаем. Меня встретили таджики в Норвегии. Норвегия. Это было удивительно, как в Норвегии. Рассказываю, как это было. На самом деле, я до этого путешествовал по Америке на моноциклах, и там очень много таджиков живут. Там меня встретила Нигина. Нигина, салам алейкум, знаю, вы смотрите этот сериал. Она говорила, у меня в Норвегии живет дочка. Я тогда говорил, ой, ну где я, где Норвегия? Ну кто знал, что через год я соберусь кругосветное путешествие, и я поеду туда. Кто знал? Никто не знал. И подъезжая к Норвегии, она видела, что я еду туда, она позвонила дочке, дочка вышла на меня, говорит, Акиф Архот, в Осло, Мархамат, на Ош. Представляете, я заезжал в Осло, это столица Норвегии, поесть плова. К таджикам в самой, скажем, богатой стране мира живут таджики. У меня глаза вот так, удивительно. Мадина, да, Шурух, спасибо вам огромное за гостеприимство, Рахмат Шумова. Плов был великолепный, я столько не ел нормальной еды плова, они сделали плов, вкусный таджикский плов. Я одну ночь переночевал у ребят, молодцы, живут там, живут причем очень давно, работают, все нехорошо, своя квартира, все здорово. Вот, Мадина поехала со мной, показала Осло, интересный город, очень красивый, спокойный, белый, чистый, чистейший город. Моменты интересные были. Есть знаменитый парк в центре Осло. Он весь изобилует скульптурами обнаженных людей, обнаженных частей тела, причем тех самых частей тела. Их много, их везде. То есть свобода в Европе, она везде. И ты это везде видишь, то есть скульптуры, где женщина обнимается с женщиной, где мужчина обнимается с мужчинами, да, где, ну, вы это увидите, я это поснимал, везде свои моменты, свои правила. У норвежцев это так, то есть это все природа, а что сделана природа, сделана для нас, поэтому все нормально. В принципе, логично, но... Да, не к телу по-другому. И в центре этого парка стоит огромное... Оно! Да! Просто... Я надеялась, что я правильно понимаю. Да, прям да.
скажем так, у всех своя культура, свои традиции, свои моменты. То есть нужно это смотреть. Хочешь, принимай, не хочешь, не принимай. Посмотрел, кайфанул, вау, сказал и поехал дальше. Для этого мы и путешествуем, чтобы смотреть вот такие интересные моменты, интересные вещи. Это было здорово. Энергетика Норвегии, она меня поразила. Вот такая вот. Эти паромы, эти фьорды, красивейшие места. Ну, Норвегия, страна на пятерочку, на пятерочку. Единственный Огонь, минус, она очень дорогая. Очень дорогая. А так вот, я бы туда еще вернулся. Я давно хочу спросить. Боюсь Меня я пугает. вопросов от кореянок. Еще особенно вот с таким Нет, движением. на самом деле, вы видели много оленей, ну то есть... Видел. Смотрели на оленей, ели яичницу. Яичница это тоже животное будущее. Будущее. Да. Это главный фактор. Ну вот, оленина, как вам? Ой, Мы с вами яков ели. Ну, Ели. в целом, да? Мы ели все. Человек так устроен, что он состоит на вершине эволюции, поэтому, к счастью или к сожалению, этого не избежать. Естественно, будучи в Норвегии, будучи в Финляндии, там оленины просто везде и много. Она так же, как и говядина, так же, как и баранина, у нас везде. Естественно, люди ее выращивают там и потребляют оленину. То есть, мне было очень интересно попробовать оленину, я никогда в жизни ее не пробовал. Вот, я заехал в местечко, она продается уже в таких вакуумных пакетиках, типа как строганина, она вяленая, оленина в вакуумном пакетике. Я купил, думал, он дорогой был, правда, но я думал, когда еще я попробую. Это Финляндия? Оленину. Это Норвегия. На Норвегии. Норвегии, да, вот. И оставил этот момент, думал, будет какой-нибудь хороший там закат, рассвет. Он настал, я его открыл, откусил, и там такая невкуснятина. Почему солено, солоно? Ну, я не знаю, я не привыкший, я азиат, я и от сифуда далек. А здесь оленя покушать, он совершенно другой вкус. Ты только сухой его кушал? Да, сухой. А обычное мясо не покушал? Не, он Можно дорогой. все что угодно, главное правильно приготовить. Наверное, оно дорогое, поэтому я поел сухой, мне не понравилось. К сожалению, вот этот кусочек я его далеко и надолго сделал свою любимую яичницу с калина, а охоти бамаза. И поехал У тебя с дальше. собой много яиц было? Я покупал их везде. У меня всегда было много яиц. Искатав неделю по Норвегии, подарив сердце фьордов, подарив сердце этим мостам, паромам, интересным деревенькам, домам с крышами такими из земли, из травы, троллям. Все-таки пришлось мне выехать, погостив у наших таджиков, у Мадины, Шауруха, в Осло пришлось выезжать в Швецию. Тоже в Швеции никогда не был. Я и вообще много где никогда не был, поэтому было очень интересно заезжать в эти страны. Европейские страны, они чем-то вроде похожи друг на друга, но у каждой страны есть какой-то свой колорит, своя какая-то особенность. Что и было в Швеции. Заехал в Швецию, первым делом рванул в Стокгольм.
Стокгольм это столица Швеции. А чем она интересна? Там тоже живут таджики. Они везде. Мне повезло, меня как-то нашли наши таджики, приютили. Правда, живут очень скромно ребята, они подрабатывают. То есть они в одной квартире снимают человек 7-8, маленькой квартирки, а у них бригадир. То есть то же самое, что и в России, то же самое. Строительство. Да, строительство, тут мостовые, плитки, все остальное. Только здесь что, уровень... нормально. Уровень чуть-чуть повыше, скажем так, зарплата повыше. Ребята работают, уезжают домой. Швеция. Это Швеция, это уже не Москва. Там нельзя. Швеция. там по-другому Извините, нельзя. пожалуйста. Да, так что я приехал к ним, мы спокойно посидели вечером, мне приготовили просто жареную картошку без никто. Слава Она была такая Яичница. вкусная, такая вкусная, приготовлена на таджикскими руками, на таджикский манер, много масла. С лучком? Без лучка, без никто. Сама экспедиция же, да? Мы таджики Ну, таджики 5. 5, да. Вот. Так что на следующее утро ребята повезли меня по городу, катать по городу, показывать самые лучшие места. А естественно, где самые лучшие места? В старом городе. Старый город, дворцы, интересные моменты, там как сменяется караул, как толпы туристов ходят, щелкают, фоткают. Мы заходили в монастыри, в ратуши. Швеция интересная страна, очень древняя, очень старая. В Швеции дикие места были? Диких Или мест только не по было. городам? Там было очень необычное место, которого не было нигде. Вы точно об этом не слышали. Есть город в городе. В Стокгольме есть город в городе. Называется он Христиания. О нем знают все хиппи, о нем знают все творческие люди, о нем знают все, кто увлекается марихуаной, травками. Хиппи, всем это остальным. уже интересно. Да, то есть настолько свободная страна, Швеция, ну и как Норвегия, как и Финляндия, что она позволяет внутри города жить людям. Они обнесли себя большой стеной, это довольно большая И это территория. еще отдельный город. Огромная. Как И он поселение, отдельный да? город, да, туда не заходит полиция, туда не заходят юристы. Да, они Отдельный живут. город. Внутри живут, ну, он небезопасный. Сразу всех туристов предупреждают. Если вы зашли, на ваш страх и риск. Вас там могут грабануть, вам там могут по То есть башке дать. администрация ответственности не несет. Никакой. Там ворота, они весь город, все ворота разрисованы. То есть там все вот разрисовано. Ну, там творческие люди живут, художники, писатели, наркоманы, бомжи, хулиганы. Все творческие Все люди. живут вот в этом городе Христиане. Там нельзя снимать. Если увидят, что ты снимаешь, тут же тебе по башке надают. Я это знал, я из-под тишка пытался снимать, но косые взгляды, и там все в дредах, там такие, я все быстренько камеру спрятал и просто наслаждался видом. Но интересно, вот А как у них инфраструктура там устроена? везде продается марихуана, везде трава, свободном все в доступе? запахе, да, все в запахе травы, то есть абсолютный доступ ко всему, доступ, ну такая вот страна, то есть тут же художники, тут же проституция, тут же марихуана, тут же какие-то инсталляции, тут же художники ваяют, что-то делают из металла, тут же лепят из дерева, то есть огромная территория с огромным количеством людей живут на, ну, по большому счету на туристах, то, что они покупают там, а потом живут еще на каких-то подаяниях, то есть ты входишь, там есть надпись «Подай на развитие христиании, на развитие свободного Как города». красиво они это Почему так описали. назвали они этот город? Ну, потому что Странное название города. люди верят в свободу. Это город-утопия. То есть там, где нет власти, там, где нет полиции, там, где нет торговли, по Ну, большому счету. название странное при этом. Христиане. Вот такое вот название. То есть Прикольно. интересный, очень такой интересный момент. Это было, для меня это был сильнейший опыт, когда в городе находится городок без никого, без никакой власти, и люди там живут, причем живут очень хорошо. Никто там не работает, там нет налогов, там нет ничего. Такой вот интересный город. Да, То есть никто не работает, а как они там покупают что-то, питаются как минимум? что-то Или делают. Подаяние, бартер, может быть, где-то что-то Что-то чинят, может быть, продают продают, искусство но свое. если продают, тогда уже работают. Ну, вот, скорее всего, это Хобби. работа, скажем так, в кайф. Накурился, что-то Стиль изваял, жизни. продал. То есть увлечение. Увлечение, которое Вот такой можно вот продать. интересный город. Я чуть-чуть снял, я попробовал вам его показать. Это было интересно. Это был сильнейший опыт города в город. Такой я не видел нигде во всем мире. Не было нигде. Вот такая Что-нибудь вот вы там Швеция. потеряли? Я там нашел. Просто интересно. Просто интересно. Не-не-не, я ничего не терял, и в прямом и в переносном смысле слова. Я очень тщательно относился к своей экипировке, Ну, к потому своим что нет, у вас гаджетам. же все было, там техника, не знаю, телефоны, камеры, У деньги. меня пытались отобрать, меня грабили много раз, но это было не В Африке Европе. у вас были Да, меня такие грабили, случаи? забирали много всего, но это было в Африке, это не было в Европе, поэтому Окей. Европа, она как-то более-менее спокойная. Окей. Даже в таких моментах, как христиане, где там смотришь такие вещи, и кто там, никто меня не трогал, хотя я отличаюсь от них очень сильно. Спокойно походил, побродил, полдня провел и пошел уже дальше. Вот такая вот интересная Швеция. Так что будете в Швеции, Заходите в обязательно христианию. зайдите в христианию. Вы будете просто удивлены ихними традициями. Вот, 5.
Очень мне что интересно было, для меня вот первый был опыт, это опыт велогорода. То есть Швеция, каждый второй На человек велосипедах? ездит на велике. Кстати, это был вот там кайф. вроде мэр или президент, я не помню точно, в новостях показывали, то, что он постоянно по Да, городу на работу Все передвигается на министерство велосипеде. передвигается на велосипедах. И не только министерство, все. У меня уже был велик, я вам говорил, я его купил в Румынии, то есть у меня уже был хороший опыт катания на великах. В европейских городах улочки маленькие, я оставлял машину где-нибудь далеко, брал свой велик раскладной и мотался по всем этим На делам на велике велике. можно больше Вот там увидеть. вливаешься в эту толпу, она просто огромная, и ты просто едешь, удивляешься, машин мало, все на великах. Такой кайф, тишина, только там Чисто трин-трин-трин-трин, да, мосты для велосипедистов, пешеходные дорожки для велосипедистов. Там больше привилегий велосипедистов, чем машин. Это было удивительно. Мосты для велосипедистов, представляете? Вот такой парадокс интересный. Я помню, как ты мне рассказывал про велопутешественников и то, что ты ими восхищаешься, то, что они много видят, намного больше, чем те Это, люди, которые на машинах на самом деле, передвигаются. если сказать, то это самый правильный, или как на английском слово true путешественники, это люди, которые идут пешком, или те, которые передвигаются на великах. Мы уже, скажем так, чуть-чуть читим, то есть нас везет мотор, машина, лениво, да? да, или мотоцикл, это другая тема. А когда ты сам каждый метр То есть своим усилием проезжаешь, усилие дает сладкий вкус того момента, когда ты нет, к этому нет, придешь. нет, так, смотри, А как? сел на машину, доехал от точки А до точки Б, Ну. ты там вышел, посмотрел, сел, поехал дальше. На велике ты Сам чувствуешь процесс. каждый Все. метр вот этой энергетики, ты чувствуешь, если тебе холодно, там, не знаю, тебе холодно, если там бриз, ты чувствуешь бриз, если там рядом океан, Я это ты имела чувствуешь в виду. океан, это все по-другому. Машина все-таки другая тема, да, на ней комфортно путешествовать. Ну, просто если я на машине за 2 года поехал, на велике я проехал бы за 15 лет. А меня семья ждет, у меня родители, дети, так что я не имел права долго находиться, и то планировал год, а все это продлилось на 2. Но велопутешественниками ты все равно восхищаешься. Да. Они самые честные путешественники, я их уважаю. Самые счастливые, ты говорил еще. И счастливые, они всегда улыбаются. И это тоже ты говорил. Они всегда улыбаются. Нахожусь в Cifao Motors. Представители Toyota были очень ко мне добры. Да, сервис. Ну и пожелания на память. Вот, побыв какое-то время в Швеции, вкусив гостеприимство таджикского, ребята, вам огромное спасибо за то, что провели со мной день, за то, что приютили меня, накормили вкусно. Я все-таки поехал дальше. Визы горели, надо было ехать. Следующая страна у меня была, это Дания. Что вы знаете про Данию? Понял?
Кто-то Надо знает. пустить сверчков. Да-да-да. На заднем плане сверчков. Режиссер Сверчков потом пустите. Я в Дании вот уже был, могу сказать, в Дании я уже был. То есть я когда там прилетал, был в Копенгагене, видел уже русалочку, то есть я уже знал, что я вижу. русалочку, Да, Русалочку, в смысле русалочку? Там есть Это персонаж. девушка. Как в Норвегии тролли, там знаменитый персонаж русалочка, та, которая по принцу всегда скучала, То есть которая она настоящая? Она не настоящая, скажем так, она больше сказочный персонаж, который отдала свой хвост, приобрела ноги у волшебницы, и каждый ее шаг был как укол ножом в сердце. Но нашла сквозь любовь своего принца. Это все сказку видели. Вот, а она там, да, в Копенгагене стоит памятник русалочки. Когда-то в первый раз, да, я ожидал этот памятник, то есть я думал, я приеду, я увижу русалку. Та русалочка, если посмотреть, она, такая. Маленькая. Вот такая маленькая русалочка на камешке, она сидит, и вот туда съезжаются толпы туристов, туда невозможно к ней пробиться. Миллион людей, все щелкают. Маленькая русалочка сидит на камешке. Ну, я не понял феномен этой русалочки, может быть, это как-то Уолт Дисней по мультфильмам распространил, может так, но удивительно будет кадр, когда я покажу туристов, просто куча туристов фотографирует русалочку. Для меня было более интересно сфоткать чаек и уток, которые рядом там плескались, чем русалочку. Ну, вот такая вот достопримечательность. Возможно. Тоже еще одна достопримечательность Дании, если я не ошибаюсь, это был писающий мальчик. Помните? Вот такой маленький мальчик, прилепленный к углу стенки, он просто писает. Там только один писающий мальчик? Их миллионы. Это город писающих мальчиков. Да, но вот самый главный... Их одевают Да-да-да, их разные много, их много. наряды каждый раз. Их много, да. Да, их я называют знаю. разные наряды. И вот толпа туристов приходит фотографировать, как он писает. Ну, дай бог здоровья скульпторам, дай бог здоровья маркетологам, которые раскручивают вот эти вещи, чтобы туда съезжались тысячи туристов и А фотографировали. там тоже нужно туда, куда он писает, бросать монетку? Кажется, Хочешь, да. Не работает? Кажется, да. По-моему, да. Интересный момент. Что еще можно сказать про Данию? Дания — это те самые картинки, вспомните, каналы и вот эти маленькие домики разноцветные. Вот это Дания, маленькие яхточки припаркованные. Ходишь по этим улочкам, по каналам, просто душа радуется. Возможно, от того, что холодные страны, возможно, потому что там мало солнца, может, поэтому люди выкрашивают свои домики в разные цвета, в яркие, оранжевые, красные, синие, желтые. Но это так гармонично смотрится, то есть люди радуются. Миллион кафешек по вот этим мостовым. Люди, Все разноцветные. все разноцветные, все люди сидят, стоят, бродят, я не знаю, выпивают что-то там, кофе, не кофе. Это интересно, это классно. В каждом из этих городов есть старый город. И вот этот старый город, он привлекает много туристов. Я там тоже был, тоже походил. У Дании есть свой колорит, у Копенгагена есть свой колорит, в который стоит один раз заехать, посмотреть. Меня он не сильно впечатлил, потому что там уже был. Но все равно Дания умеет привлекать туристов. Маркетологи работают. Писающий мальчик, маленькая русалочка свое дело делают. Вот, люди тут попадаются и тратят многие денежки, чтобы туда приехать вживую посмотреть на это чудо архитектуры.